Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры: любимый чай «Тиастан» и клиника «Варикоза нет». Привет! В эфире реалити-шоу «Ты можешь». Если хочешь узнать человека, пригласи его на кухню и приготовь с ним еду. Так когда-то сказал Александр Дюма, и я с ним полностью согласен. Сегодня нашим участникам вновь предстоит посостязаться в командах. Правда, не надо будет передвигать автомобили и проявлять свою физическую силу. Сегодня они будут готовить полезную здоровую пищу. Мы, конечно же, все это оценим и посмотрим, чему они научились на нашем проекте. Ну что, я вас приветствую на кухне ресторана «Шафран». Я очень люблю готовить сам, и поэтому сегодня у вас будет возможность посоревноваться друг с другом в искусстве готовить. У вас есть все данные, у вас есть все знания, которые вы получаете на проекте, и поэтому нам сегодня интересно узнать, чему вы научились. У вас будет ровно 40 минут для того, чтобы приготовить блюдо, которое вы сами себе заказали. 40 минут, ни больше, ни меньше. Очень неприятно слышать, когда изначально было озвучено 1,5 часа на готовку, а потом стало вдруг 40 минут откуда-то. Не ждите от меня, что я буду вас жалеть, как-то вам помогать. Сегодня я буду здесь для вас человеком, который будет осуществлять надзор. Ничего не предвещало беды. Конкурс обещал быть таким веселым, интересным, в связи с тем, что мы подготовили вроде бы еду, тематику, костюмы. И тут, значит, началось. И прямо сейчас я хочу начать с тех продуктов, которые вы купили. Давайте начнем с вашей команды. И первое, что я увидел, что мне не понравилось, это арахис. Еще и соленый. Что вы будете с ним делать? Соленый? Нам не нужен соленый арахис. Не нужен был? А почему он стоит на вашем столе? Потому что его купили нам. Потому что вам его купили? Да. Кто вам его купил? Для этих. Это не имеет значения. Вам нужны были маслины, у вас стоят оливки. В чем проблема? У нас были оливки, попались вместо маслин, но нам заменили. Что? Маслины там. Маслины там? Принесли нам. Принесли. Только что купили, принесли. Хорошо, ладно, с вами разобрались. Мне показалась эта взбучка немного наигранной. Как будто бы было обидно, неприятно, как будто это была подстава. Прям подстава конкретная, жесткая. Давайте смотреть у вас. Масло 72,5%. Что здесь делает? О чем я вам рассказывал? Вы хотите на этом готовить? Вы хотите на этом готовить и кормить меня и съемочную группу? Пронадеялись. Это большой минус нам, да. Бразильское манго. Оно жесткое. Вы хотите из него готовить? Что вы будете готовить из манго? Вы заказывали себе манго желтые, которые из Таиланда. Почему бразильское жесткое? Самое дешевое, самое жесткое. Смотрите. Когда еще Искандер начал бросать эти манго вкусные, хотелось ему сказать. Но мы решили подождать, чтобы он все-таки попробовал итоговое блюдо. Оно как мячик отскакивает, оно просто резиновое. Гнилые бананы. Вот из этого вы будете готовить сегодня? Реально, вы будете из этого готовить сегодня? Вообще хочу сказать, что такой подставы, потому что больше никак не назовешь. Во-первых, никто не ожидал. Почему у вас гнилые бананы на столе? Гнилые бананы еще ладно. У вас гнилая клубника. Она просто гнилая. Посмотрели, что бананы там черные, клубника вся в меха одета, плесневая. Поэтому мы вообще были в шоке, конечно. Вот из такой клубники вы хотите делать нормальную еду сегодня, да? Смотрите, вот из такой. Из такой клубники вы хотите делать? Ну, я желаю вам удачи, на самом деле. У меня вопрос, почему такая ситуация с продуктами сегодня у вас? Слушай, даже в мыслях такого не было, что могли вот так вот сделать. Правда. Оказалось то, что есть подводные камни в этом соревновании. Давайте спросим того, кто делал закуп. Кто делал закуп? Если вы хотели получить продукты свежие, то, что вы хотели получить, почему никто из вас не удосужился вчера поехать с представителем ресторана и купить то, что вам надо? Надо было приехать, но что-то не подумала.
Может, это так и задумали? Ну, то есть, ну это ненормально. То есть, вот меньше всего ты думаешь об этом. Подождите. Когда вы перестанете надеяться на кого-то другого? Когда вы начнете сами отвечать за свои поступки? За то, что вы готовите, за то, что вы едите, вы опять пронадеялись на кого-то. Да, я понадеялся, да, и по жизни, как бы, ну, для меня, например, я сделал определенный вывод, да, то есть это определенный урок был жизненный, да, то есть на самом деле мы не так часто берем на себя ответственность, вот, и контроль за происходящим вокруг нас. Вот, всегда на кого-то надеемся, да. Здесь даже, когда, ну, Искандер все правильно говорил, там, ну, все замечания, да, ну, здесь же было не то, что там, на самом деле, как это для этого именно кулинарного поединка было сделано, да. Да, он правильно просто сказал, он дал обратку, да, как мы в жизни себя ведем, да, на что обратить внимание, да, чтобы улучшить. Что кто-то поедет и купит вам, а сейчас вы стоите и вы возмущаетесь. У нас гнилая клубника, у нас нету маслин, ладно, купили маслины. Удачи вам, готовьте, посмотрим, что получится. Время пошло 40 минут. Вообще как-то растерялись, и как-то энтузиазм поугас, как-то расстроились сразу. Такое сразу ушат воды на тебя налили. Просто привыкли полагаться на кого-то, получается. Очередное проявление детского поведения. Я все-таки надеялся на то, что они чему-то научились у нас на проекте. Но как показывает практика, в нужный момент, когда нужно собраться и быть ответственным, у них это пока не получается. И проявляют они себя как дети. Принесите, сделайте и так далее. Сейчас они в панике. Они сейчас пытаются исправить ситуацию, что-то сделать, но я не знаю, получится или нет. Но скажу честно, есть десерт с гнилой клубникой и гнилыми бананами я не стану. И я не стану оценивать высоко то, что они сделали. Если они хотят проиграть, так держать. Молодцы, получается супер. У вас клубника появилась? А у меня вопрос, откуда клубника? Ресторан дал. Спасибо, Шафран. Они вас в очередной раз выручают, понимаете, да? Все, время вышло. Оно вышло, причем давно. Вы не уложились во время. Вы сейчас говорите, что 40 минут это мало. Я хочу заметить, что мясо, которое вы жарили в инвекторе, оно жарится 20 минут максимум. Морепродукты, рыба и так далее, 7-8 минут, но не более 10. О чем вы мне говорите? Вас в команде не один человек, вас 3. В вашем случае вас 4 человек было в команде. Соответственно, здесь вопрос просто рук и распределения обязанностей. Мы уложились, просто Денис, получается, решил еще приготовить морепродукты, вот, чтобы нам всем покушать. У нас остались морепродукты отдельные. Дело в том, что ребята привыкли, что мы их постоянно хвалим, то, что они молодцы, проходят испытания и так далее, но сегодня я недоволен. Во-первых, все началось с продуктов. Второе, вы не уложились во время. Я не совсем согласен, что он говорит. Надо жить сейчас и здесь, а не когда-то потом. Когда вот я там пройду вот эти все уроки, когда мне скажут, что делать, это же неправильно. Надо жить сейчас и здесь. Сейчас будет пробовать шеф. Скорее всего, он будет вас жалеть, говорить вам теплые слова. Я этого делать не буду. Без обид. Вам сейчас надо переодеться, подготовиться, потому что должна быть красивая, яркая презентация. Все, 10 минут, время пошло.
Я думала, что же интересненького такого оригинального придумать. И каким-то образом почему-то у меня в голове возникла идея о супергероях. На самом деле сопротивлялся одному герою, Капитану Америки. Я не хотел быть Капитаном Америки, я хотел быть капитаном, там, ну, Капитан России, если бы он был, да, там, Капитан Уфа, без разницы. Костюм стейка. Ну, ребята, то, что я понимаю, Денис смог достать по размерам, вот, то и досталось мне. И спасай всех на свете. Я злодеев побеждаю, от захвата мир спасаю. Я прилетел сюда для того, чтобы побороть дикое зло. Продукты из ГМО. Я женщина-кошка, накормлю всех котят. Мяу. Во имя добра мы спасем этот мир от голода. Настроение поднялось, когда там вышел Фунтик. Это символ уходящего года. Была крыса, символ приходящего года в этом году. Дед Мороз. Ну и бычок в вегетарианском ресторане. Даже не обижалась, когда говорили: свинья, идем быстрее. Куда это нас доставили? Чую, жареньким запахло. Да нет, друзья, это же вегетарианский ресторан. Я думаю, нам поможет забраться в этом Дедушка Мороз. Слышу вас, друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Зря вы, друзья мои, переживаете. Мы находимся в вегетарианском ресторане. В проекте «Ты можешь». Поэтому мы приготовили сегодня правильные блюда, друзья. Просим отведать вас. Узнали про новый вегетарианский ресторан, тоже такой плюс определенный, да, с интересной кухней, который, ну, я думаю, ну, вегетарианцы, там, овощи, фрукты и все, да, как бы, если попробовали несколько блюд, которые они готовят, ну, классно. То есть даже если переходить на вегетарианскую пищу, то есть, ну, есть, оказывается, можно получать наслаждение от этой еды. Итак, у нас все готово. Представления, конечно, получились хорошие, нужно дать вам должное. Давайте поаплодируем, молодцы. Но это единственная радость, которая была, по крайней мере, для меня за сегодняшнее утро. Учитывая, как вы подошли к заданию, какие эмоции мы здесь пережили и какие наблюдения я увидел. Но, тем не менее, еда готова. Сейчас мы ее будем пробовать. И вместе со мной Родион, шеф-повар ресторана «Шафран». Давайте поаплодируем. И наш бессменный психолог Лира. Я ее позвал специально, чтобы хоть кто-то вас похвалил. Горячий у нас назывался «Каприз Искандера», а десерт у нас назывался «Нежная лира». Визуально. Давай начнем с визуала. Давайте начнем с визуала. С визуала. Визуально, конечно, что я могу сказать? Оригинально. Но немножко, конечно, объем большой. Угу. Для одного человека я бы сказал, ну, наверное, поел и ушел домой спать, потому что переел. Они для меня готовили, понимаешь? да. То есть, ну, как бы вот для моего веса 95 килограммов, судя по всему, хотели угодить. Я согласен с тем, что у ребят, которые, ну, у той команды, да, у них подача была намного красивее. Ну, надо пробовать. Давайте попробуем. Я уже свое мнение по поводу этого блюда сказал. Мне понравилось, как выложили мидии. Правда, понравилось, ребят. Но вот это наваленное сбоку, это такое чувство, что реально все, что было, просто навалили на ешь. Ну, кальмарчики удались. Тут не поспоришь. Блюдо, в принципе, понравилось. Можно подавать даже, наверное, здесь, в этом ресторане. Я бы сказала, что домашняя вот эта вот подача для гостей очень даже хорошо. Мне кажется, сойдет. Хорошо, спасибо. Давайте попробуем десерт. Мне на самом деле нравится. Я люблю манго.
Манго ничего. А вот теперь попробуем это в группе. Пресно. Вверх пресен. Не знаю, ребята, как хотите, мне вкусно. На самом деле, в общем и целом, то, что я сейчас попробовал, меня устраивает. Если у нас команда сделала одно горячее и десерт, здесь сделали горячее, закуску и десерт. То есть с ними пробую, потому что это та самая знаменитая пицца, о которой Ирина очень часто пишет в общем чате, и я ни разу ее не пробовал. Так, ну давайте снимать пробу. Да. Но могу сказать, что это не сухо, учитывая, что использовали куриное филе, куриную грудку. Ваше мнение? Да, действительно, как ни странно, филе куриное было приготовлено не сухо. Что скажешь ты? Мне кажется, очень такая сочная пицца достаточно. Мне понравилось то, что здесь вот есть такой жареный лучок, который я очень люблю. Но вот я единственное не люблю вот этот вот, сыр с помидорами. То есть это такое напоминание, что здесь как бы вот это вот все майонезное, поэтому, вот как-то вот смущает, скажем так. Давайте пробовать мясо. Родион, начинайте. Что я могу сказать? Стейк это не совсем чтобы стейк. Это скорее всего запеченное мясо, да. И как запеченное мясо, оно ничего. Да. Вот. Пахнет вкусно. Да. Согласен. Да. Ну что, я предлагаю сейчас попробовать десерт. Это конфеты, которые они делали сами. Конфеты ручной работы. Здесь горький шоколад, какао, кокосовая стружка. Пробуем? Пробуем. Ну давайте, мне нравится вот эта конфетка. Для меня хватило по одному укусу одной конфетки. Очень-очень узкий круг людей, может быть, с удовольствием это поест. Я понял, но давайте сейчас все-таки подытожим. Первая команда, да, морепродукты и вот такой десерт. Общая оценка из 10. Где-то 7. 7. Общая оценка 7. Общая оценка команде из 2 блюд. Общая оценка. 8. 8. 7,8, 15. Отлично. У нас было вкуснее. Что скажете по той команде? Здесь мы оцениваем, напоминаю, конфеты и стейк. 7 с натяжкой. 7. Так, 7. Твой вердикт? Здесь? Да. 7. 7. 14. 15, 14. Теперь мое мнение по поводу того, что я сегодня увидел. Я хочу заметить, что обе команды сделали, лично для меня, сделали хорошо 2 вещи. Это десерты. И я хочу заметить, что если делать такой небольшой перенос, то ради сладкого и вкусного вы готовы включаться, вы готовы придумывать и делать какие-то вещи. Конфеты мне тоже очень понравились. Все равно, наверное, о сладеньком вспоминаем, но стараемся не кушать. И к десерту мы подошли более ответственнее, что ли. Это о многом говорит. Вы любите сладкое до сих пор. И вы сделали хорошо десерты. Горячее мне не понравилось как у первой команды, так и у второй команды. Это правда. Из 10 вам я ставлю 8, вам я ставлю также 8. Мне кажется, немножечко не объективная оценка, потому что, думаю, то, что будут оценивать, в общем, и подачу, и костюмы, и организацию всего. Соответственно, с перевесом в 1 очко, в 1 балл побеждает ваша команда. Сегодня впервые за все время нашего проекта участники меня взбесили. И я, наверное, давно так не выходил из себя, но я скажу честно, ребят, когда я приехал утром и увидел, на каком уровне подготовлены наши участники к кулинарному поединку, мне просто упало забрало на лицо, и я пошел в атаку. И я надеюсь, что участники сегодня поняли, что у меня нету цели их атаковать, либо самоутверждаться за их счет. И я надеюсь, что есть среди них те люди, которые этот урок усвоили, приняли это и сделают правильные выводы. В остальном, ребят, я всецело за вас, я желаю вам удачи, но я искренне желаю вам стать взрослыми. А в остальном этот день был интересным, состязание показало себя как состоявшееся. Мне все, в принципе, понравилось, за исключением, конечно, отдельно взятых моментов. Двигаемся дальше, поживем, увидим. Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Место, которое меняет людей к лучшему. Артур, привет. Привет. Ты рассказывал о том, что у тебя есть сын, что ты предприниматель, свое дело у тебя есть. И у меня такой вопрос. Ты женат? Да. Угу.
если говорить о стрессах, про какую сферу жизни мы говорим чаще всего? Где бывают стрессы? Ну, я думаю, это все-таки, наверное, отношения, где-то с супругой поругались, знаешь, где-то вот это бывает. Это бывает, потому что я понимаю, что я хочу там, я хочу эмоционально среагировать, да, я хочу там где-то крикнуть, накричать, наорать, но я понимаю, что это, это ненормально, не надо так. Потому что я потом начинаю себя же винить, да, за то, что я где-то наорал, где-то прикрикнул, там, и на сына то, что я периодически, да, я не могу сдержать эмоции. То есть ты эмоциональный человек? Да, я бы сказал, что я эмоционально очень резкий. Угу. Смотри, ты говорил про мотивацию, что тебе очень важно, и ты пришел на этот проект, чтобы чувствовать себя мужчиной. Да. Насколько важно изменить это и почему? Почему это важно? Это важно для того, чтобы мой сын видел во мне мужчину. Чтобы он видел, ощущал, чувствовал, да, рядом с собой мужчину. Не просто какого-то дядьку, да, пузатого, там, с обвисшим животом, да, и который... Он просит поиграть с ним в футбол, побегать где-то, да. И я понимаю, что я не могу этого долго делать столько, как он. И как бы мне того хотелось. Потому что я там через 10 минут, как бы я задохнусь просто. Ты это понимаешь и отказываешься играть в футбол? Или все же эти 10 минут ему уделяешь и играешь, включаешься? Очень часто я отказываюсь от этого просто. Жалею себя при этом. Что потом мне будет тяжело, будет неплохо, что у меня там спина опять заболит и тому подобное. Ты устал? Дальше. Я устал от этого. Я устал от этого или от себя такого? Я от себя устал. Вот ты правильно подметила, да, я устал от себя такого. Я могу массу примеров, да, приводить и приводить. Когда я иду там по магазинам, да, там с супругой где-то, да, там, где-то в театр, мне неловко, да, потому что она стройная, да, красивая, статная, а я как бы, пузатый, да, с обвисшим пузом. Тебе неловко перед другими? Да. Мне неловко, как бы, я начинаю домысливать, додумывать, да. Если резюмировать, то у тебя, получается, стрессы в семейной жизни случаются, на работе. Да. И очень в связи с этим много эмоций, переживаний, тревоги. Да. Которые, в принципе, едой задавливаются замечательно. Это хороший инструмент, просто у меня почему-то складывается такое ощущение, да, что это наиболее, так скажем, безопасный способ подавить эмоции, да, нежели там прожить, нежели прибегать к каким-то другим средствам. Ты готов изменить мышление? Да, я готов над этим поработать. Я думаю, что у тебя есть все, что тебе нужно, и вместе мы это найдем. Главное иметь желание. Спасибо. Спасибо, успехов тебе. Спасибо большое. У Артура проблемы личного характера. У него очень много тревоги, он избегает ответственности, так как боится за конечный результат. И мы будем ему помогать принять себя, не бороться с самим собой, для того, чтобы произошли в жизни позитивные изменения. Уже на следующей неделе вас ждет приятная пешая прогулка в холод, мороз, в минус, по снегу, по вьюге. Ведь вершина Иремеля ждет всех нас. Я хочу сказать сразу, что это будет крайне суровое испытание для каждого из вас. Ведь никаких поблажек вы не получите, и вам придется идти в полном снаряжении, с рюкзаками, по снегу. А там сейчас можете зайти в интернет и посмотреть, что сейчас там творится. Вьюга, туман, не видно низги. Соответственно, поведу вас, как Иван Сусанин, к самой вершине, высочайшей точки нашей республики. Поэтому у вас есть 5 дней к подготовке, чек-лист я вам скину. Готовьтесь и, самое главное, не болейте. Я рад, что вам понравилась новость. Впереди еще много работы и много интересного. Смотрите в следующей серии. Нет, посменно будем спать, чтобы волки нас не сожрали. Все, сейчас ты, потом я. Но несмотря ни на что, пришла судьба за ним. Кто здесь? Кто здесь? Бежим! Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою.
заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».